Итак, друзья, всем привет! 9 ноября. За бортом минус 6 градусов мороза. Идет метель. Метет все. Вот такая вот обстановочка. Согласно традиции, мы уже остановились здесь на наших елочках. Где-то часика 3 утра, наверное, пошел сильный снегопад, метель. Вот такой вот сало по реке несет. Вон. Лед, конечно, ни о чем. Сюда даже нет и речи, чтобы сюда, вот, скажем, вот сюда выйти, где мы рыбачили еще 4 дня назад. Или сюда. Но вот там снизу уже, возможно, если ударят сильные морозы и не заметет снегом, можно будет попробовать выйти. На Печоре тоже полным ходом идет вот ледоход по основному руслу. Вот. Огромные пласты снеговицы, снега. Льдом это назвать нельзя, потому что... Что там, черные? Ничего. Потому что здесь это далеко не лед. И когда ледоход наступит, вот там что-то остановился, кусочек небольшой остров получился. Это там, где мы ловили налима, у нас продольники стояли осенние. В общем, друзья, ледостав на реке Печора еще не скоро. Потому что по прогнозу ожидается небольшой такой морозец, минус 6, минус 7, дня 3, потом опять 0, потом следующая неделя опять минус 5, минус 8. Такие небольшие морозы до минус 10 градусов, ничего хорошего не принесут. Река как идет, так и она будет идти. Это очень плохо, можно сказать, это длительная распутица, долгий ледостав. Ну, будем пытаться ловить налима на заберегах. Вот если появятся забереги, там, будем проверять, будем выставляться. И все это будет, надеюсь, уже скоро. Ну а пока едем на наши озера, они хоть опасные, но там какой-никакой, но лед есть. Да, Иван Григорьевич? Так точно. Моя лунка еще не промыта. Где твоя лунка? Видишь, на углу, вон, белое пятнышко. Не вижу. Вот на углу, где я там не поймал. Там, видишь, рукавица твоя черная еще, да? Ага. Вот. Отдохнули на летней кухоньке, отлично выспались, проснулись рано, но не поехали, потому что была просто страшная метель. А сейчас утихло. Сейчас более-менее утихло, хоть что-то стало видно, там вообще стеной вот так горизонтальная стена снега шла и все. Все, друзья, едем на озера, возможно, сегодня поедем еще на одно озеро, если получится. Но первым делом глянем в Жерлице, а там видно будет. Поехали. Вот мы и на озере. Пробурились. Живец. Хотели поймать живца, чтобы поменять живцов на жерлицах. Клюет очень плохо. Поймали вот 2 живчиков. И приступаю к проверке вот эти 6 жерлиц на узком месте. Здесь вчера я поменял живцов. И вот одна сработочка. Сейчас мы глянем, что у нас там сидит. Дай бог, чтобы это была щука. Дай бог, чтобы она была хорошая, красивая. Дай бог, чтобы она нам досталась. Вот, сразу сделал луночки, уже приготовил на бур под 130. Можно, в принципе, было вытянуть и здесь сразу. Потому что здесь у нас соточка, а здесь 130. Ну-ка. Если что-то будет дергать, так и сделаем. Что-то будет серьезное. Но походу там ничего нас не дергает. Ложная сработка. Ложная сработка. А нет, не ложь. Вань! Иван! Налимчик. Чего я не ожидал, того не ожидал. Вот такой вот налимчик. Мы тут щуку ждем. А у нас налимчик. Я еще недавно говорил, что на этом озере были налимы. Но сейчас их не видать. Вот налимчик. Заглотил здоровенного окуня. Вот он толстый, беременный. Вон какого окуня заглотил до желудка. Мелкий, но его даже не отпустить, потому что он заглотил по-любому. Да и смысл отпускать, пойдет на юшку. Вот он как заглотил, друзья.
Так что, прости, друг, димедрольчику хапни. Так вот, так вот. Ждали щуку, попался налимяка. Вот такой вот налимяка. Чем хороши двойники через жабры, это очень удобно их отцеплять. Рыбу вот так раз убрал, раз и все. Ну и все, закидываем опять сюда же и пусть ловит дальше. Что теперь? Потом будет время, переставим, пока выключаемся. Так, друзья, вчерашние морозы немножко укрепили лед озера. Сегодня смог пробраться к своим жерлицам, которые вчера не рискнул, так как лед был хрупкий. В общем, одна сработанная жерлица вижу, одна перевернутая жерлица вижу, ветром или чё, кем там. Остальные стоят нетронутые. И вот, друзья, загадка века. Я не знаю, подскажите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вон, сначала я, хорошо, что снега мало, обнаружил вот эту катушку. Думаю, моя катушка отломана. Ага, вон. Пошел по леске. Пошел по леске. Обнаружил, что? Правильно, лунку, где стояла эта жерлица. Вот она здесь стоит. Примерзшая. Но ни флажка, ни тарелки, ничего нет. Вот там вот вижу, живец там белеет. В общем, жерлицу полностью кто-то утянул, зверь. Но это лиса или куница, по-любому, наверное. Потом начал искать. Вон, все. Искать в снегу ногами. Думаю, должен же что-то найти. В другой стороне нашел вот тарелку я обломанную. Где стойку обломанную, где держалась катушка. И флажок вот нашел, тоже в снегу уже лежал. Нашел флажок. В общем, все раскидано. Флажок с тарелкой почему-то в одной стороне. Сама катушка утащили в другую сторону. Вот такие вот хулиганы у нас живут. Так, ну если уже сделали включение, пока не села батарейка, она сядет очень и очень скоро. Давайте глянем сработавшую жерлицу. С этой мы потом разберемся. А сейчас мы глянем. Вот она сработка. Там-то перевернутая, это по-любому тоже, скорее всего, проделки лисы. Вот тут стоят морды у Шурика. Вот она сработала. Вчера этого флажка, по крайней мере, не заметил. Или было далеко уже. И сейчас мы посмотрим, что там может быть. Пока батарея не села. Потихоньку. Сейчас мы это дело проверим. Место тут нормально, в принципе. Прошлые года щука ловилась. И прошлый год, если можете посмотреть по роликам, очень хитрая здесь щука жила, которая очень много разбивала. У меня, у Лешки жерлицы. И так мы ее и не поймали. Так она и ушла не пойманной. Хорош. Мы и так перестарались, наверное, уже. Так. Ну что, с Богом. Что-то вроде небольшое даже пока еще и идет. Опа, это что? Щука. Щука, иди сюда. Есть щука, Григорьевич. Есть щука. Вот она, красотуля, вон. Ян Цикадан. Вот и это озеро нам подарило щучку. Где-то здорово. Ура. Ну вот. В нашем арсенале уже 4 щучки. 3 покрупнее, 1 поменьше. Уже хорошо. Все, сейчас
Обхожу все жерлицы, перебуриваюсь, переставляю. И пока оставляем, пока сильных морозов нету, будем ловить. Как мы видим, нет-нет, да, вон щучки проходят, щучки берут. И это радует. Все, прячу камеру, потому что снимать пока нечего. Живцы клюют плохо. Григорьевич поймал штук 5 буквально. Дай бог, чтобы хватило поменять всех живцов. Потом включаемся на том озере. Так, ну вот и подошли мы к перевернутой жерлице. Отдолбили, и там вроде бы кто-то есть тоже. Сейчас мы это посмотрим. Если не сядет батарейка. Сейчас мы это посмотрим. Вроде бы там что-то даже и дернуло. Идет, пока идет. Пока идет. Вот еще одна щучка. Янцикадан. Все отлично. И на этом озере, Иван Григорьевич, есть щука. Никуда она не делась. Взяла вот на окушка. Нормальная такая щучка. Средний размер. Вчера то озеро Димитрольчик подарил щуку. И вот здесь 2 щучки. Отлично, отлично, друзья, отлично. Все хорошо, потихонечку, несмотря на полное бесклевье, потихонечку рыбалка идет. Живцы прибывают. Живцы прибывают, да? Это очень хорошо. Все, друзья, выключаемся. Дальше сработок нету, но все равно мы все проверяем. Пробуриваем свеженькие лунки под 130 и ставим по новой. Раз щучки поклевывают, мы еще порыбачим. Итак, друзья, приехали на второе озеро, где у нас стояло 6 жерлиц. Погода -7, метель. Заметает, если вчера снега на лугах не было, все было растаявшее. Сейчас уже вон, видим, сантиметра 3 уже намело. Остановились, короткий перекус. Иван Григорьевич сказал, сейчас Чайковскую попьем, перекусил, и дальше потом до вечера никаких, да? Конечно, да сейчас тут осталось-то. Будем рыбачить до упора. На дальнее озеро мы опять так и не попали, но что-то надо одно. Все, вчера поймали 2 щучки, щуки и щучку. Сегодня 2 щуки и налимчика. Жерлицы здесь стоят. Проверяем, надежда есть. Ну и до вечера будем пробовать ловить окуня. Я буду блеснить, Григорьевич там на мормышку, может, плотву найдет. Как-то же нам такую погоду клевало, да, вроде бы? Да. Было дело. Не знаю, в чем. Ветер поменялся на северный. Погода вообще не айс. Ну, как обычно говорят, если для рыбака плохо, то для рыбы должно быть хорошо. Так что, если верить этой примете, то рыбу мы сегодня все-таки поймаем. Ну, а пока приятного аппетита. Приятного чаепития, да, Григорьевич? Да, спасибочки, спасибочки. Сейчас перекусим. Съемка на улице невозможно в такую погоду. Эту камеру с таким ветром таскать смысла нету, а экшн камера это немножко не то. Садится махом на таком морозе. Со всех жерлиц сработала только одна. Вот она, вымотана полностью. Вот петелька. Я всегда делаю петлю, чтобы до конца не разматывала, чтобы не напутать всяких коряг. Григорий сел, ловит живца, пока не клюет. И пока не села батареечка, сейчас мы попробуем что-нибудь да поймать. Если у нас это получится. Вчера сделал свеженькие луночки. Сильно не замерзла пока. Размотала полностью, скорее всего, куда-то даже запутала. Здесь у нас вроде была уже коряга одна. Опять тащим корягу. Вот на этот раз целый. Опа. Сорвалась коряга. Я не знаю, потом в это же место поставить. Я поставлю, какая разница, коряга зацепится. Она же поднялась. Ну, вчера мы ее поднимали, так что пробуем. Опять зацеп у нас. Та же самая же коряга, наверное. Скорее всего, да.
Опять завела щука нам эту корягу. Вчера мы ее уже поднимали. Вот она, вот эта коряга. Вот. И не лезет в лунку. Широкая доска. Вытянуть-то вытянул. Но не лезет в лунку. Не утопить бы пешню еще. Одной рукой неудобно, блин, надо было сразу пошире. Сейчас опять сломается. Уже отломалась. Блин. Да подождите. Здоровенная жердина. Вот она. Вот она. Вот это везет мне на коряге. Да подождите вы. Щуки не видать. Она еще походу с сучками. Но блин, вот она из этого еще не лезла, потому что он сучок. Здоровенный сучок. Бляха-муха. Зацепился один раз. Какого хрена кидаешь еще? И там еще и рыба, походу. Вот эта щучка. Ну и бог с ней, с этой корягой. Рыбу мы достали. Вот такая вот щучка. Вон, как она проглотила здоровенного живца. Аппетит, значит, получается, у нее есть. Оставим эту корягу здесь. Бог с ней. Распутаем сейчас потихоньку и перекинем жерлицу в другое место. Как-то вот так вот. Бывает и такое, когда коряг, вон, всяких по берегу веток километр, вот так вот получается, что все запутывает. Вчера уже было запутана коряга, утонула по новой, закинула опять попала щука и опять запутала. Ну хорошо, то, что все хорошо кончается. Все, убираем камеру в тепло и посмотрим, что будет дальше. Разгадать загадку без клёва. Опустили камеру подводную, она, правда, без записи. Вот такая вот дешманская камера с Алиэкспресса. И она показала, что вот и плотва, и окунь. Все здесь есть, все плавает. Просто не клюет, получается. Вот плотвички плавают, вижу. Не знаю, видно ли вам. Вот Григорий сейчас кинул пшонку. И видно было, как она, пшонка пошла на дно. Вот она плавает, рыба. Идет к пшонке. Рыба есть. Видно вот ее. Вот дно. Да. Вот тут уже Григорьевич посадил пшена уже километр. Вон. Пшонка падает. Вот она, вот она, вот она. Ой, ушла. Ушла. Плотва подка. Вот она. Хорошенькая плотвица. Вот вторая плотва хорошая. Вот она, крупная плотва какая. Да.
Вон. Ой, блин. Плотва есть, она просто не клюет. Так. Не та мормышка. Да не мормышки дело, по давлению может, что. Какие-то вон плотва, еще видишь. Окуня нету, плотва. Раз, два, Да. вот плотва, три, Ну, четыре. я кормлю плотву. Вон, смотри, они пшенку твою едят, вон, смотри. Пусть, вот. Пусть едят. Вон. Вон твоя мормышка, видишь, вот трясешь ты мормышкой. Они вообще на твою мормышку даже внимания не обращают. Да. Они Ну, питаются пшенкой, я получается. на пшенку кину. Вон. Раз, они подошли. Нет, нет, нет. Им вообще пофиг на твою мормышку. Видишь? Мимо. Стая целая сидит, а вот потом и говорит, что рыбы нет, да? Да. Вон их штук десяток тут как минимум вокруг. Ни одного окуня, одна плотва. Так что рыба, получается, здесь есть. Просто рыба не хочет есть. Вот они смотрят на твою мормышку по-тупому. Видишь, сколько плотвы здесь? Собаки испугались, видишь. Вот одна. Я же говорю, они не бура, ничего. О, что-то испугало, что-то их, видишь? Может, щука ходит. Что-то подошло, видать, потому что вот крупная О, плотва. бля. Вон какие крупные плотвицы. Вот это да. Получается, плотва здесь есть. И ни одного окуня, да, заметь? Да. Ну я же тут вот кормил. И тот раз тут я ловил. Ну, не хотят, они даже не реагируют на этого опарыша, получается. Вон какие Мимо крупные. проходит. Вон какие крупные они собрались здесь. Да. Ладно, поменяй мормышку. Так что плотва здесь есть, ее в огромном количестве. Просто она не хочет есть. Все, друзья, выключаемся, убираем камеру. Что хотели мы узнать, узнали, что здесь Да. рыба есть. Есть. Просто надо искать, на что она будет брать. Я Все, вот выключаемся. поменяю. А я буду гонять блесну. Так, оставлял на часе Григорича. Поймал, говорит, десяток живцов. Кричит: бери пешню, сработка. Вот она, сработочка. А я ходил на Печору. Хотел, может, думаю, за береги. Нет, я даже до песка не смог дойти. Все открыто. Конечно. Бесполезно. Все, даже то, что где мы ходили, и то там все открыто. Все, вода течет. Не знаю, когда это все замерзнет. Хрен его знает. Так, у нас сработочка. При мне же шаркнуло. При мне же шарахнуло. Да? Я переходил оттуда и смотрю, ёпсина. Если при тебе шарахнуло, тащи сам. Ну так, я посмотрел, пешни нету. Давай, тащи. Я пошел это. Килограмма на 3 вытащи. Ой, дай бог. Я не против, я и 5 вытащу. А, Ладно. да потом почистишь. Ну давай. О, блин, нет. Все, Идиот, почему нет? пока нету, пока не чувствую. А она не шевелится просто. Натяжка же есть. Да нет, нету. Нету, дорогой, вот. Нету. А окунь крупный, живой, да, еще? Крупный. Пусть будет, да. Дай. А нет, не живой. Живой. Я же вижу живой. По глазам вижу. Да ну, не улыбайся. Неудача. Ну ничего, подождем, может еще хапнет. Вон, 8 штук еще стоит. Так что подождем ихнюю маму, подождем ихнюю мать. Да. Ну и погодка не клюет. А нам все равно нравится, да, Иван? Скажи, мне уже не очень, да? О, зубы 75-то, блин. Лед зубами крошит. Ну, это рукой как я же? А, блин. Сейчас я взял, как ее называется, блесну-то как большую-то. Ратлин? Да, сейчас я взял ратлин, попробую поиграть ратлином. Если щука есть, может быть, соблазниться на ратлина. И взял маленькую мормышку для плотвы. В общем, сейчас попробуем, если что получится, обязательно покажем. Какое бы ни было крепкое терпение, все-таки в конце концов всему приходит конец. Даже у нас, у Григорича, у меня закончилось терпение. Мы уже вроде терпеливые, все до конца пытаемся рыбачить. Сегодня ни в какую. Вот что нам удалось сегодня поймать. Это что там, несколько штук 7, наверное, живцов. И все. Погода дрянь.
Ни хрена не клюет. Но без улова мы домой. Северный ветер. Да. Уха есть. Чё И еще да. Без улова мы домой не едем. Юшка. При всем бесклевье у нас вот 6 щук. Крупная, средняя, мелкая, крупная, средняя, мелкая и 1 налимчик. В принципе, раскидал примерно поровну. Так что самое интересное начинается. Это традиционная дележка рыбы. Кому как повезет. На этот раз мы поставим вот такое вот ведерочко. И на кого укажет Иван Григорьевич, тому и достанется это ведерочко. Да. Или могу... в принципе... Да нет, пусть так Так и будет, да? Ну давай, все, отворачивайся за машину тогда. Так, спрятался. Не смотрит. Не смотрит. Так. Ну что, Иван Григорьевич? Кому ведерочко... Давай мне не надо налим. О, ты всевидящий. Нет, я это, мне не надо налим. Не, хватит. Это трофейная. Ну, килограмма 1,5, я думаю, как минимум есть, да? Вот здесь Да. взвешу. Здесь потом скажешь. Да. Самая крупная, средненькая мельче. И вот тут она чуть поменьше, средненькая мельче и маленький налимчик. Жареха будет. С голов будет жареха, сразу говорю. С голов и хвостов сделаем жареху вот из налима. А середку сделаем малосолочку и... Эх, головы, Роман будет смотреть. жареные с чесноком. Да, Роман будет в армии смотреть. Да. Если там дадут смотреть, что-то говорят, телефон в запрете у них. Ну, Телефон, это пока говорит, карантин. телефон, говорит, придется выкинуть, не разрешают смартфонами, обычные кирпичи и все. Где есть фотоаппарат, даже, говорит, ну, запрет полностью. Да, там нельзя. Видеокамеру нельзя. Такой вот дурдом. Ну, ничего страшного. Кто-нибудь допередаст, все равно купим кнопочный телефон, будем созваниваться, будем ждать. Ну а Ромка, что теперь? Пусть привыкает к рабочим будням. Да. Мы такую службу тоже проходили, как говорится. Отслужили 2 года. Григорьевич, вон 3, да? 3,5. 3,5, я 2. Ну а годик Роман отслужит, ничего страшного. И на следующий первый лед мы уже будем вместе рыбачить. Да. Ну а теперь по плану у нас было ехать завтра на рыбалку, но с таким клевом Да, нет, сильно замерзнет. да, никакого желания нет ехать. Завтра, скорее всего, сделаем выходной, займемся домашними делами немножко, а послезавтра посмотрим по погоде. Так что надолго не потеряемся, это 100%. Да, чтобы вот этот ветер сменился, не северный, чтобы сменился. Сменится ветер и клев будет. Дай бог, дай бог. Так что надолго не потеряемся, это точно. Да, же сколько, видишь же, сколько рыбы ходит. Да, в камеру смотрели. В лунку смотришь, сорога стайками. А Рыба есть. мимо идет и все. Не кушай. До встречи на канале Коми Рыбак. Она уже не за горами. Всем пока. Так. Григорьевич, Ась. скажи веское слово свое. Будьте здоровы.